Добрый день, дорогие друзья! Это программа «Секреты татарской кухни». И с вами я, Тимур Перцев. Хочу задать вам вопрос. Когда вы готовите или что-то творите, всегда хочется, чтобы душа развернулась и никогда не сворачивалась, и просто хотелось петь. Я готов уже спеть на нашей кухне, в нашей студии, но не могу. Потому что я не могу это сделать без невероятного человека. Человек, который сам творит, поет и просто композитор. Народный артист Республики Татарстан. Директор татарстанского филиала Российского авторского общества Хайретдинов Зуфар Гильмудинович с нами. Исамисис. Исамисис, здравствуйте. Халерничек. Прекрасно. В гости пустыми руками не ходят. Куштанеш. Да, куштанеш небольшой. Конечно, нельзя сказать, что только что прошел мой юбилей, прошел он год назад. 25 лет юбилей, конечно же. Да. К этому юбилею у меня вышла, наконец-то вышла книга, вернее, даже сборник из моих песен, самых лучших. Тут около 400 песен. И все самые лучшие. 400 песен. И все самые лучшие. Аплодисменты. Конечно же, последний альбом, где, конечно, не столько песен, но тоже самый лучший. Хайретдинов Зуфар Гильмудинович. Певец, композитор, народный артист Республики Татарстан. Автор свыше 500 популярных татарских песен. Директор филиала Российского авторского общества в Татарстане. Закончил Казанский инженерно-строительный институт, затем композиторский факультет Казанской консерватории. Организовал ансамбль «Ярымай». 7 лет работал в театре оперы и балета имени Мусы Джалиля. В настоящее время директор татарстанского филиала Российского авторского общества. Зуфар Гильмудинович, с чем вы к нам пришли? С какими секретами татарской кухни? Сегодня я хочу не то что раскрыть секрет, я просто хочу даже, а может даже и секрет, для меня это секрет. Мне очень нравилось в детстве такое блюдо, которое мама готовила, и до сих пор я помню вкус этого блюда у меня. Она называлась у нас баранги парамеши. А вот в других местах его называют шенге, баранги шенгеси, душмак говорят. Вот я по своей роду деятельности уже где только не был, не ездил. И в Сибири был, и все наши уголки республики обошел. Конечно, везде она называется по-разному. Хотя существо готовится, она примерно одинаково. Шаньга – круглые открытые пирожки, название особого рода лепешек из дрожжевого или пресного теста. Блюдо, как и его название, заимствовано из коми-пермяцкой культуры. Было распространено в регионах, населенных народами финно-угорской группы. Шанги могут быть разных размеров, от 12 до 15 сантиметров в диаметре до 30 и даже более, если они выпекаются в печи. Изначально для блюда начинкой служила сметана, различные виды муки, гороховая каша. На сегодняшний день используется в основном картофельное пюре или творог. С чего мы начнем? Нам нужно очень немного, самое нужное. Во-первых, тесто и Картошка. Картофельное пюре. Картофельное пюре. Но перед тем, как... Все это готовить, конечно, нужны ингредиенты, как говорят у нас. Я подготовился. Мы нарезали картошечку. Прекрасно. Можем пока поставить, пусть она пока готовится. Чистить картошку? Ха-ха, мы все для вас. Все для вас. Сейчас пока поставим картошку, пусть она греется. Вот. И приступим к приготовлению теста, потому что это тоже очень важный момент. Да. Как будет... Тесто у нас будет пресное. Мама в основном готовила такое пресное тесто. Поэтому я, наверное, больше люблю, предпочитаю пресное тесто. Хотя вот это шангу делают и из дрожжевого тоже. Ну а мы сделаем из пресного, по старому доброму рецепту мамы. Я делаю, да, правильно, Тимур. Только вот... Что для этого надо? Есть мука? Самое главное. Мука, я думаю, это достаточно. Всю муку возьмем? Всю муку возьмем. Не будем жалеть. Не будем жалеть. Теперь нам надо молочка. Молочка. Хорошо. Молочка. Может, одновременно сразу размешивать надо или ничего страшного? Тихонько надо размешивать, чтобы компот меньше получилось. Вот у нас есть такая штучка, очень удобная. Хорошая штучка у вас. Техника у вас хорошая. Можно готовить. Итак, мы начинаем замешивать тесто. Давайте. Вместе с директором татарстанского филиала Российского авторского общества. Хотелось бы об этом поговорить. Серьезный человек, серьезный. Очень серьезный человек, и мы готовим серьезное блюдо. Это шаньга, или как русские переименовали, шанишки. Тимур, давай мы дальше, чтобы 2-3 раза не мешать, добавим сюда еще одно яйцо. Так, яичко. Да.
Одно? Одно. Слишком вкусно будет, а то экономить надо. Так, теперь давай еще немножко сразу же соли. Соль? Молока, конечно, еще надо. Молоко. Еще надо? Да, давайте я лучше сам буду вот это. А то... Молочко добавлять. Да. А то, может, вы не туда нальете или перельете. Соль добавляю? Да. Расскажите о себе для начала, перед тем, как мы перейдем к творческим успехам вашим, как вы добились таких больших высот, все-таки о вашем любимом татарском блюде, о том, что в детстве вы сказали, что вы любили шанишки, и мама вам готовила. Ваше любимое татарское блюдо, помимо Вообще я любил шанги. все, что мама готовила. Потому что я бы не сказал, что в детстве мы были избалованы всякими там сладостями, всякими там... Давайте я буду мешать. Даже вот сахар у нас была, это самая лучшая сладость. Потому что она доставалась только когда чай пьешь. И то, тогда были сахар такой большие. Его грызли, да? По кускам. Какой грызли? Кусочек отломили, нам давали. На Потому что неделю. Мы выросли 11 детей в семье. Конечно, я 11 детей у вас было в семье? Я 10-й. 11 детей в семье, 10-й. Я 10-й, да. После меня Потрясающе. маме повесили золотую звезду мать героини. И после меня еще братишки есть. Вот я хочу сказать, что мы, когда росли, одновременно нас было в семье, наверное, 6-7 человек. Старшие уже выросли, они уехали. Вот поэтому нас было много. Если даже когда готовили мама такие вот вкусные блюда, мы ждали. Все уже как готовые. И С ложками так сидели и стучали. да, я даже помню, если вдруг шанги много, про запас мы в сторону запас себя делаем на второй день. Заначку? Потому что, да, потому что на второй день тоже хочется, но его уже не будет. Вот поэтому Кстати, вот слова мудрого человека. Все, что бы мама не приготовила, все было вкусно. все было вкусно. Вот Всё так было вот. Вкусно. Вот сюда еще, видно, мы забыли положить. Татарского напива? Нет. Нет? Напев только после того, как оно у нас уже примерно получится. Здесь не хватает у нас чуть-чуть лимонной кислоты, чтобы он был немножко такой рассыпчатый. Сколько? Ну, еще Щепоточку? Да, еще чуть-чуть. Его лишнего не будет. Еще чуть-чуть. А для чего лимонная кислота добавляется? Еще чуть-чуть. Разрыхлить маленькое тесто. В конце-то концов уже. Сколько можно ждать? Давай еще намешаем. И потом еще немножко добавим. Да, еще потом немножко, может, чуть-чуть соду добавим. Когда готовишь что-то, хочется петь, особенно смотря для кого готовить, так ведь? Ага. Для себя готовишь, конечно, особо петь не хочется, но когда рядом с тобой любимые люди, чтобы... Да. Близкие, родные, дети, супруга. Вот я помню, мать всегда напевала. Настолько у нее был красивый голос такой, как будто вот ручеек, родник такой. Что напевала Миленький, ваша мама? чистенький, да, вот у нее до сих пор в ушах звучит этот голос. Вы сможете повторить? Еще. Как мама-то? Да. И Ну, не как мама, конечно. А что она напевала? Какие? ни за что. Даже я не помню, какие песни она пела, но пела красиво. Может быть, Ну, споете? Вот у меня, на самом деле, мать очень любила такая песня была. Есть, вернее, красивая народная песня «Кульджамал». Ее в основном поют женщины. Но это просто о женщине песня, но о женщине должны быть мужчины. Ага. Поэтому вот я один куплет спою.
Охтан қызлар сөйлер деп айтты деген кәсім. Аплодисменты! Масло вскипело от ваших вокальных данных, от вашего голоса. Масло пело и кипело. Картошка просто-напросто взбунтовалась. Говорит, откройте мне крышку, я тоже хочу послушать его. Не слышно. Я открыл, она услышала. Тесто замерло в ожидании дальнейших ваших нот. Самое интересное, я пою и думаю, а как же дальше? На самом деле, эту песню я пел первый раз. Серьезно? Сегодня у нас был дебют. Дебют! Премьера! Только чуть-чуть. Вот, чуть-чуть. Я тоже щедрый человек. Хорош. Все, хорош. Хотелось бы сказать, напомнить нашим телезрителям, что Зуфар Гильмудинович является директором татарстанского филиала Российского авторского общества. Вот. И вы, как директор, все-таки поделитесь с нами своими ощущениями. Вы же как раз вы еще композитор, вы и певец, но вы написали очень много песен для известных наших татарстанских певцов, народных артистов и заслуженных артистов. Вот. И когда исполняют ваши песни, вы в курсе вообще, когда исполняют ваши песни? Может быть, за глаза кто-то поет в кафе, в ресторане? Где авторские права? Да. А вы сидите дома. Да. Почему вы не знаете об этом? Нет, мы об этом, конечно, если даже не знаем, подразумеваем, что они там поют. Поются, но бесплатно музыку. Пусть звучит песни Зуфара Гильмудиновича, но только не забывайте. Совсем не загибаешься. Я шучу. Я не ради себя работаю. Я работаю, понимаешь, Российское авторское общество – это где-то около 30 тысяч российских авторов, плюс около миллиона зарубежных авторов. Вот интересы этих авторов мы и защищаем. Каким образом вы защищаете их права? Мы от их имени выдаем вот этим кафе, ресторанам, предприятиям общепита лицензионные договора. То есть разрешение на использование музыки. То есть они получают. Боб Марли в списке есть? Даже там ты есть. Я еще не написал свои песни, но готов уже. Напишешь? Потому что мы же здесь не только от имени тех, кто написал, но и напишет. Так что думай, Тимур. Ну что, мы приступаем к процессу нарезания уже теста. 2. Сколько у нас голодных ртов? Очень много, режьте побольше. Ну, и хотелось еще задать вам такой вопрос. Вы человек творческий, я тоже человек творческий. Но когда вы творите, и творите бестселлеры, я бы сказал, как вы творите? Что при этом делаете? Во-первых, ночью, днем происходит это, или просто навеялась какая-то мысль, или хорошее настроение, ехали вы за рулем, или просто на санях к вам пришла муза, и вы написали песню. Бывает, вот заготовки сделаешь какой-нибудь песни. А бывают и заготовки? Да, она никак не хочет завершаться. То ли там припев не получается, то ли какая-то строчка не получается. И она оседает вот здесь или здесь. Ну, не знаю. Куда ближе. И вы ходите, и прямо ему учитесь, и не знаете, что делать. Да, вот. И иногда даже вот едешь за рулем, и раз, светофор зеленый горит, тебе надо ехать, а музыка пришла. А тут озарение. Срочно записать. И вы сразу, что вы делаете? Вы включаете аварийку и сидите, записываете. Да, встаем на красный свет. И кругом сигналят, а я тут пишу. А люди-то не знают, что тут рождается творчество. Ох. Раскатывайте. Что вы думаете о сегодняшней плеяде новоявленных артистов татарской эстрады? Раньше было тяжело прийти на эстраду, стать эстрадным певцом. Почему? Потому что, что только не было. Во-первых, нужно образование. Без образования никого не подпускают. Если даже ты супер народный талант, все равно, если даже тебе на работу берут куда-то, тебя все равно направляют учиться. Вот.
Примерно 1 То есть вы хотите сказать, что сейчас кому не лень? Кто захотел, тот и пошел. Если у тебя, если голос маленький получается, вот разговаривать если умеешь, значит пить можешь. То есть я уже могу идти на эстраду? Эй, сизматурка зларничая. Вот я спел, уже можно идти. Разговаривать, я имею в виду, ну, сейчас рэп читает, Ну да. там же петь не надо. Читать умеешь, все. По-моему, сейчас умеют все читать. Вот. Поэтому я, конечно, не совсем это говорю как критика, но, к сожалению, приходит кто кому не лень. Ну, Но среди них встречаются очень-очень талантливые экземпляры. да? Да, К примеру, кто это? Вы и можете? это очень радует. Я уж, конечно, не буду всех перечислять, чтобы не обиделись те, которых я забыл. Вот. И я думаю, что растет достойная Смена. смена. Ну а мы в своей маленькой студии продолжаем готовить шаньгу, или же перемещ. По-разному называют его у нас в Татарстане. Вы знаете, что вы сейчас только что сложили символ Олимпиады 80-го года? Универсиада. Универсиады, друзья. Я очень горд, что у нас в Татарстане, что у нас в Казани такие команды. Теперь уже, я думаю... Спортивная столица. Нет игрового вида спорта, а командного вида спорта. Где бы татары не преуспели. Где бы наши спортсмены не то что выступали, они завоевали золотые медали. Не зря говорят у нас столица чемпионов. Да, во-первых, третья столица России, во-вторых, Первая столица уже по спортивным... спортивная столица. Да, спортивная столица. Ура! Я думаю, вскоре мы добьемся, что, во-первых, она будет еще самая музыкальная столица. Но И единственное, что... самая кулинарная вот после нашей передачи. Тимур, Да. извини, что перебил. Извини, что плохо. Во время проведения вот этих матчей, кроме бестолковых пирожков, Да, ничего не продается. согласен. Вот если бы шаньга там хотя бы кто-то приготовил, да? Очень хорошее предложение, мы Между обязательно прочим, учтем, очень будем многие продвигать. Зрители, болельщики, Ага. когда во время перерывов вот этих баталий спортивных, Ага. они не просто хотели бы вот, покушать, они хотели бы даже получить удовольствие от этого. Чем мне сейчас заняться, Зуфарбей? Сейчас, в принципе, Картошка готова? ну, Тимур, ты молодец. Я Картошка супер получился. Старался. Так, мы туда все положили. Я положил соль, молоко, масло. Масло. И, собственно говоря, БТ, как говорится, ките. Ну, народ простой, у нас шаньга деревенская. Вот последнее сейчас раскатаем. И будем заниматься красотой. Сущность есть. Кстати, у нас сегодня авторская кухня, и так как все-таки с нами директор татарстанского филиала Российского авторского общества, мы сейчас зарегистрируем новый рецепт. Запатентуем, да, правильно это будет говорить. Новый рецепт шаньги, вот, который готовится просто тесто и картошка. Давай, вот сюда примерно. На сцену? Сковородку. Отлично. Попробуем. Бисмилля. Давайте мы попробуем картошечку, после чего поставим разогреваться Да, сковородку. надо сразу сковородку, немножко уже он был тепленький. И его надо намазать обязательно. Нормально. Уже не сливочным, а подсолнечным маслом. Я думаю, мы сразу противень достанем и намажем подсолнечным маслом. Правильно? Подсолнечным, правильно. Скажите, пожалуйста, сколько? Много, надо немного? Думаю, достаточно? Да. Надо теперь равномерно его. Да, мы обязательно сейчас его размажем и поставим греться. Шаньга бывает просто так можно. Но это будет просто так, это будет как-то не очень красиво. Но у меня мама его края загибала. Вот, например, вот так поднимаешь. Вот так поднимаешь. Мне кажется, он так будет аппетитнее и красивее. Хотя у меня, конечно, это не очень красиво получается, но постараемся еще тут поднимать. Тяжело, что ли, да? Да, все отлично. Нужно И она даже вот так делала. даже вот так вот. И прокручивали они еще, вот так я помню, тоже бабушка так делала. Да.
Вот теперь это надо выровнять немножко. Потом мы его замажем яичным желтком. Какие у вас вообще планы на будущее? Хотелось бы узнать. Я думаю, что моя лучшая песня еще не написана. Вы так думаю, считаете? что я его напишу когда-нибудь. Хотя много, все песни в городе красивые, но хочется до сих пор еще писать. Хочется еще радовать не только певцов, но и зрителей хорошими песнями. Тимур, что за безобразие? Я старался, Зуфарабый. Ты что тут портишь мне? Я же хочу тоже внести свою лепту. Не просто же я тут должен стоять и не болтать. А почему безобразие? Очень даже симпатичный такой. У меня просто поменьше немножко получился. Веса не хватает. Так, ну противень разогрелся. Разогрелся настолько хорошо, насколько разогрелись. Опа. Оп, хорошо, наши руки. А вот это мой. Слушай, ты молодец. Как раз место. Там есть мой. Ну, со словами «Бисмилляхи рахман рахим». Не, еще мы еще положим. А еще одну? Что, последнюю мы кладем? Так. Немножко так Все нормально, подвинем. все нормально. Все нормально. Ну что, процесс в основном уже подходит не то что к концу, а вот к финалу. Мы к финишной прямой подобрались. Готовим сегодня шаньгу. Так, Тимур, давай-ка. Вместе с Зуфар Гильмудиновичем. Все, Давай. вы готовы? Давайте вы Давай, будете лучше. я Вот вы как сам, настоящий да, мастер и профессионал своего дела намажете желтком Но вон его надо вот именно. с гусиным пером. А, даже поливать надо. Что? Все должно быть на тубе. Мне кажется, ей даже мало будет. Щедрый с нами сегодня человек. Слушай, у нас будет. Мне кажется, вкусно будет. Муку просеять, добавить молоко, 1 яйцо, 2 столовые ложки сливочного масла, соль, соду, лимонную кислоту и замесить в крутое тесто. Разделить тесто на несколько небольших частей и каждую раскатать в лепешку. Защипнуть по кругу края, высота бортика около 2 сантиметров. Картофель очистить, отварить, размять с оставшимся молоком, сливочным маслом, тщательно перемешать. Пюре должно быть не густым. Готовую картофельную массу разложить в подготовленные из теста формочки, 2 яйца взбить и смазать шаньги густым слоем. Запекать шаньги в духовке 20 минут при температуре 220 градусов. Смазать сливочным маслом и подавать горячими. Мы загружаем. Мы загружаем и ждем. Под ваши аплодисменты только, друзья. И ждем. Ну сколько, минут на 30 мы поставим? Нет, 30, наверное, будет много. Там же уже картошка не сырая. Там готовая картошка. Там тесто, наверное, минут Как приготовиться 20, да? Да. Да, вот, румяне станет, мы сразу будем кушать. Ну что, Зуфарабый, Вот я шаньги. через твое плечо смотрю, Гад- так уже розовенький, красненький, очень даже аппетитный выглядит. Аплодисменты. Ой, я даже вижу свою шаньгу. Да. Она, Вот. кстати, неплохо. Ну да, но ваш это все равно получше. Ну, Вы же маэстро. всю жизнь готовил. Давайте мы уже наконец их наложим, чтобы они немножко остыли на тарелочках. Вот. Перекладываем. Давайте. Так, ну, я, наверное, свою попробую. Вот так вот. Вы как будете резать? Я вот предпочитаю вот так по стариночке вот так вот взять Да. и откусить. Ну, я, наверное... Все-таки отрежьте, да? Хорошо. Ну, давайте. Друзья, не устану напоминать вам и говорить о том, что с нами сегодня был человек передозировка позитивом и вокальными данными, композитор, автор и народный артист Республики Татарстан, директор татарстанского филиала Российского авторского общества Зуфарабый Хайруддинов. Аплодисменты! Ну а вы, дорогие телезрители, смотрели, напоминаю, программу «Секреты татарской кухни». С вами был Тимур Перцев. До встречи через неделю. Всем пока. Смотрите на ТНВ. Встречаем Масленицу, печем традиционные трехслойные марийские блины «Коман Милна» с этнографом Ольгой Федорович.
Секреты татарской кухни по субботам в 16:30 и в воскресенье в 9:00. Faydalı